Так, демонстрация экрана всем видно? Барлығына көрініп тұр ма? Мен в основном именно орысша айтамын, скорее всего. Қазақша қайталап жіберу керек жерлер болса, маған айтыңыздар, қазақша қайталап жіберемін сіздерге арнайы. Ну, на жерде, как я вижу, да, вот в основном 80% это наши ребята все, которые через ад, так скажем, прошли до первых начальных стадий, которые пришли к определенному пониманию в целом в трейдинге, в финансовых рынках. Есть много ребят, которые получали финансирование, фанды, да. Некоторые смогли это получить за пару месяцев, некоторым чуть больше понадобилось. Но в целом нас всех объединяет это что? Это как раз таки общие цели. Это что? Это свобода, это желание достигнуть своих, так скажем, сокровенных желаний в финансовом плане, да, чтобы начать наконец-таки жить так, как вам хотелось всегда. Но, скорее всего, вы столкнулись со суровой реальностью. Что это такое? То, что не все так просто, да? Трейдингке келген кезде, наверное, ең басында сіздердің алғашқы ойларыңыз қандай болды? То, что, там, все говорят в соцсетях, то, что трейдингу можно научиться за пару месяцев, и вы начнете зарабатывать огромные суммы, вы начнете там уже жить, да, вот условно говоря, но вы логически подумайте, всегда есть своя цена. К чему бы вы ни приходили, да, всегда есть своя цена. Что это такое? Мысалға айта келе, в трейдинге много преимуществ. Очень много преимуществ. Ни один традиционный бизнес, ни одна другая сфера не может сравниться с трейдингом. Потому что вы здесь можете, условно говоря, работать там 15 минут времени в день. Где хотите, как хотите, через телефон, через даже, вот я вот думал, знаете, заснять такой ролик, где в ТРЦ-ға барып, есть же технодом всякие, да, вот буквально проанализировал, зашел в сделку, все, заработал деген секілді, бір жасайын ба деп ойлап жүрген ойым болған пару месяцев назад, но в этом я не видел смысла. Лучше не стоит его, чтобы не навязывать такие легкомысленные взгляды по отношению к данной сфере. В чем суть? В том, что в трейдинге очень много преимуществ. Нет операционки, нету вообще никакого контроля, да, над вами, нету начальника, подчиненных, клиентов. Это как обычная предпринимательская деятельность, бірақ та сіздер өз өздеріңізбен жұмыс жасайсыздар. Я вам так скажу, в частности, трейдерство – это одинокая сфера. Потому что вы здесь сами себе начальник, сами себе клиент, вы тот человек, который приносит доход и теряет свой доход, теряет свой капитал, так скажем. Да, вот, ну, это обычная традиционная бизнес-идея Дель Соле. То есть все зависит исключительно от вас самого. Как вы будете принимать решения, какие действия вы конкретно будете делать и так далее. То есть исключительно бұның барлығы сіздерге ғана байланысты. Поэтому можно сказать, что трейдерство – это одинокая сфера. И очень сложно в данный период времени, сейчас уже более-менее на самом деле, сложно было, так скажем, да, найти правильное окружение, правильную среду обитания, где вы можете расти, да. И даже если у вас не будет там получаться, қиын болады, өте ауыр болады, но в правильной среде найдутся люди, которые в любом случае поддержат вас, в любом случае будут болеть за вас и радоваться вместе с вами, и быть вместе с вами, когда вам будет и тяжело, и хорошо именно в плане трейдинга. Вот, поэтому я не просто хотел вот созданием Дискорда сделать какую-либо, да, жай ғана мындай нәрсе емес. Осы Дискорд я, по сути, для своих выпускников делаю бесплатно. Утренние морнинг-коллы, мастер-класс, зачем мне это, по идее? Правильно? Но я тот человек, который хочет заботиться. Мне это нравится. И я забочусь о своих ребятах, которые мне пишут, стараются. Именно старательных, активных ребят я всегда поощряю. Таким образом, мы создаем семью, а не просто какую-либо комьюнити секілді емес. Это больше, чем комьюнити, я вам так скажу. Вот. Поэтому в основном, когда вы приходите, наверное, в данную сферу, и у вас ранее не было какого-либо определенного окружения, среды, да, и вы сказали своим друзьям, своим знакомым, да хоть родителям, без разницы,
И ол немене бәле? Не ол трейдингте, не ол? Сіздер айтып көндіресіздер оларды. О, ладно, там мақұл дейді, ата-ана болғандықтан. Но достарыңызға айтқан соң, о, молодец дейді да, потом сұрайды арта. Че там, трейдинг болып күшті болып жатыр ма, өсіп жатсың ба, анау-мынау? Че там, трейдинг не болып жатыр там? Че там, бетховен өсіп жатыр ма, құлап жатыр ма, не істеп жатсыңдар? Че не болады, евро не істеп жатсың, анау бүйтіп жатыр, ақш тауып жатсың ба, сұрақ қоя береді. Каждый раз они вам задают вопросы, миллионы вопросов. И это напрягает. Это дополнительная ответственность, когда вы другим делите свои цели, желания, мечты, когда они не разделяют их полноценно и искренне, они тянут вас всегда назад. Почему? Потому что людям попросту невыгодно, чтобы вы росли. Вашему окружению, в частности, невыгодно, чтобы вы росли. Я понимаю, эта сфера очень тяжелая, крайне тяжелая. Но прикиньте, еще и вас тянут грузом, да, вот все ваше старое окружение вот так вот. Жіп байлап алып сіздерген, қайтесің оны, кеттік, одан бүйтейік, сөйтейік, анау-мынау там. Понимаете? Потому что они боятся то, что вы стрельнете, а они не стрельнут. Вы заживете, а они не заживут. Люди жадные сами по себе по натуре. Поэтому никогда не рассказывайте о том, чем вы занимаетесь, что вы делаете. Неважно, успешный ли вы человек, неуспешный ли вы человек, делайте всегда искренне, во благо себя и во благо других. И рано или поздно это кем-либо будет замечено, это лично я вам так сам скажу. Потому что это всегда так работает, то что есть бумеранг, оно работает. Поэтому бұл салаға келген кезде, ребята, не рассчитывайте изначально на быстрый доход, там, за короткий период времени. Когда вы просто себе, условно говоря, там, накручиваете, да, быстрый там, доход и так далее, вы поймите то, что когда вы, условно говоря, начертили для себя определенный финиш, да, то, что вот вы на заработанные деньги купите машину, купите квартиру, начнете, заживете, купите сумочку, iPhone, MacBook и так далее. Это вы. Дистанция 5 километров. Сейчас вы начертили, вы как будто, окей, вы первый бежите этот марафон, да? Вы первый сейчас пока что, потому что у вас бешеное желание быстрее заработать, быстрее достигнуть финиша и так далее. Но когда вы начертили у себя в голове то, что вот вы первый сейчас бежите, и вы первее всего, скорее всего, дойдете до финиша. Все, мен 3 айдың ішінде там бір результатқа жетем, миллиондап табам деген секілді. Куда вы смотрите, как вы думаете? О чем вы думаете? Конечно, вы смотрите только на финиш, вы смотрите и думаете только о финише. И как другие люди будут аплодисменты, как бы говоря, о, молодец, құттықтаймын, анау-мынау, их аплодисменты, их признание вы будете искать в их глазах. Әр ер адамға, особенно қыз адамға, әйел адамға да, но в основном ер адамға получить признание, это всегда очень важно. Признание, то, что вы сделали это, вы смогли это, всегда каждый человек внутри себя этого хочет. Вы этого хотите быстрее достигнуть из-за спешки, да? Вы попросту под ноги не смотрите, аяқ астына қарамайсыздар. У вас нету техники. Представьте то, что вы бежите, о, мен жеттім финишқа, анау-мынау, все, там дыхания нету, техники нету, бега, да? Да вы даже под ноги не смотрите, вы просто можете споткнуться один раз. Вам достаточно одного раза жестко споткнуться, чтобы получить травму, и ваша карьера на этом закончится. Вы бросите эту сферу, а тогда смысл был в этом? Во всем этом не было. И в каждой сфере не то, что трейдинг, қалаған салаға келген кезде, егер де алдарыңызға также будете чертить определенный финиш за короткий период времени, да, это мотивация больше работать, больше действовать, но спешить, особенности в трейдинге, неправильно. Что вы должны делать тогда? Напрашивается вопрос, да? Человек, второй человек, представим. Да? Этот человек понимает то, что они бегут марафон, и у них есть финишная прямая, финишная черта, бәрі У него, возможно, дистанции больше, потому что у него нету каких-либо бешеных эмоций, как у первого человека. Но он
Но вот этот человек не зациклен на том, чтобы быстрее всех на свете прийти и финишировать. Он не думает об этом. Он о чем думает? Это же марафон, правильно, условно? 40 километров. Может, дистанция тут возможно? Я вам так скажу. Эта дистанция находится гораздо дальше, чем нам кажется на самом деле. Гораздо дальше. Всегда это так. Но просто первый человек, он начертил этот финиш себе у себя в голове. Но на самом деле, так как у него нету ни техники, ни дыхания, он быстро устанет, споткнется, там отвлечется, все, он вот здесь вот уже отвалится, вот здесь вот на самом начальном стадии. Второй человек, который понимает, что есть финишная прямая, и если вы не будете останавливаться, в любом случае, рано или поздно, вы достигнете этого финиша. В любом случае, когда-нибудь, да хоть через 5 лет, но вы придете к финишу. Но самое главное, то, что у вас не будет каких-либо рисков, как у этого человека. И во-вторых, вы не остановитесь. Потому что вы о чем думаете? Вы смотрите под ноги. Вы думаете о своем технике, о своем дыхании. Вы думаете, как вы должны правильно наступить свой следующий шаг. Как безопасно вы должны сделать свой следующий шаг. Поймите. Таким образом, вы гораздо налегке придете сюда, потому что вас уже не будет грызть совесть. Внутри вас самого себя, он и болмайды сіздерде. Цель қойыңыздар не за 3 месяца, да, а за год там. Просто даже я сейчас начну зарабатывать деген ой болмаса, это уже хорошо. Думайте в первую очередь о рисках, а не о том, как вы можете сейчас много заработать. Пример. Крупные инвестора, у которых реально много денег, да, о чем они думают в первую очередь? Они думают о том, как много рисков в данном проекте. Во-первых, да, в первую очередь их это именно вот это интересует. Сохранят ли они свои деньги? Вот что их будет в первую очередь волновать. Запомните раз и навсегда. И во вторую очередь это доходность. Вот. Но там есть определенная, конечно же, тонкая грань, так определенная, да, но тем не менее, осыны білу керексіздер. В первую очередь обращаем всегда внимание на риски, даже перед принятием любых решений, думаем только о рисках. Так, насчет этого, какие вопросы есть? Дәл осы бойынша, мен айтқаным бойынша, қандай сұрақтарыңыз бар? Надеюсь, вы теперь поняли, да, то, что ваша задача не зацикливаться на быстром результате, рассчитывать на процесс, кайфовать от процесса, думать о своем следующем шаге, как вы его правильно наступите, как вы его технично и безопасно сделаете. За счет чего, на самом деле, вы в разы быстрее придете к финишу, чем первый человек, я вам так скажу. Это всегда так работает. В разы быстрее. Просто у вас в голове это будет как будто длинная дистанция. Но за счет того, что вы мало рискуете, аккуратно двигаетесь вперед, на самом деле вы в разы становитесь успешнее и гораздо быстрее к этому приходите. Просто большинство людей, к сожалению, у нас менталитет такой, то что мы всегда хотим быстрого и легкого, так скажем, достижения результата. Из-за этого сильно спешим, смотря на блогеров, смотря на других людей в соцсетях, которые пропагандируют идеальную жизнь, да, где у них все просто, зарабатывать это легко и так далее. Это на самом деле в определенном плане они правы, но именно в плане данной сферы, то, что они говорят, трейдерство легко. Упунай, кель, бзги, но. Нет, ребята, трейдинг очень сложная сфера. Не каждый вытерпит, не каждый сможет именно побороть себя самого внутри себя, как бы говоря. Потому что именно самая сложная стена для пробития, да, так скажем, это вы сами. Это самая толстая, так скажем, стена. Потому что это очень сложно изменить себя. Крайне сложно, я вам так скажу. Я сам овен, я немного, возможно, где-либо нетерпеливый был, особенно в детстве, да, эмоциональным. Я и сейчас эмоционально, и в определенном плане тоже нетерпеливый, вспыльчивый, может, где-то, да. Но если вы в жизни, скорее всего, увидите меня, я не покажусь вам именно таким человеком. Я покажусь абсолютно другим человеком, типа
подобие очень спокойного, такого молчаливого. Ну, я особо и много не говорю, по сути. Вот, в жизни именно, да? Вот. Я только вот в таких вот созвонах, мероприятиях, если говорить, то тут в основном я люблю на самом деле именно слушать. Вот. Так, поэтому это что означает? То, что люди могут меняться. Вот эти все знаки зодиака, астрология, нумерология, я все это начал изучать только для того, чтобы понять себя лучше. И это неплохо на самом деле. И не надо тут мне этот всякие харам, не харам говорить. Я понимаю все эти моменты. Я сам мусульманин, и это все во благо самого себя просто. Если это если это поможет вам в каком-либо порядке, и это правильное решение по вашему мнению, то почему бы не попробовать поизучать себя за счет определенных других сфер. Даже если вы их не будете учитывать, просто послушайте, может где-то точки соприкосновения найдутся, да. Просто используйте все техники для того, чтобы вам это просто помогло. Если вам это помогает, даже если вы в это не верите, просто продолжайте делать то, чтобы вам поможет. Ну, конечно же, в рамках нормы, так скажем, да, вот. Так, вопросы были там, я сейчас прочту, буквально минуту. Ну да. Так, что еще я хотел сказать? Вот, новички что делают в особенности? Я не знаю, у вас есть ли опыт, ребят, новичков, да, вот условно говоря, Блайт Эхши, да, вот смотрите, ребят, я в сторис написал о том, что я в Дискорде проведу открытый доступ для ребят извне бесплатного, да, мастер-класс, Morning Call доступ, условно говоря, да. Но давайте посмотрим, тут 80% ребят это наши ребята. Все остальные, условно, 4 человека, может 5-6 человек, это другие люди, которых я не знаю, которые не учились у нас и вот. Но в целом взошло на наш Discord 25 человек за сутки. Кликнуло на ссылку 80 человек. Это воронка, можно сказать. 80-100 человек нажали на кнопку перейти по ссылке, из них 25 присоединились, из них только 5 зашли на данный мастер-класс, и из них, так скажем, только одному или двумя очень сильно это поможет. Остальные, скорее всего, проигнорируют или быстро забьют на это болт. Воронка, вымпел, да, трейдинг да, нәрсе. И вот так идет и сортировка, ребята. Понимаете, бесплатным просто никогда не ценится. Но тем не менее я продолжаю это делать во благо вас, чтобы хотя бы определенная польза была и с моей стороны во благо общества. Вот. И даже вот эти ребята, которые зашли, вы очень крутые, вы очень классные. Я очень рад, что вы зашли, и я надеюсь, что это вам поможет, что я делаю не просто так. Понимаете? Когда наши ребята приходят к определенному результату, я очень радуюсь, безмерно, я вам так скажу. Потому что я понимаю, что все старания, которые я делаю просто во благо просто вас, это окупается в плане того, что вы приходите к кому-то. Я могу влиять на вашу жизнь, я могу влиять на вас, и это поможет вам во взрослении, в определенных сферах и в целом даже как личности. Вот. Поэтому, ребята, вы особенные люди, которые сейчас зашли. Знайте это, помните это всегда. Вы не 95% общества. Вы те люди, которые работают над собой, уделяют себе внимание, особенно в плане для того, чтобы вы выросли, да, созвондарға кіресіздер, мастер-класстарға кіресіздер, это только для того, чтобы вам помогло, хотя бы как-то. Поэтому вы крутые ребята, запомните это. Так, просто я в свое время во много такие места ходил, просто я это помню. Вот, окей. Ладно, далее. Что еще? Morning Call, кстати. Вот ребята, которые зашли на Morning Call, сегодня смогли бы получить море тейков, я вам так скажу, потому что бүгінгі күннің предиатасының контекст бойынша, цельдер бойынша, я все эти позиции я рассказывал, то, что я захожу, то есть, кто помнит Morning Call утренний, напишите в чат. Ребята, про все, даже у нас отработало золото, фунт, евро, все предвзятости, которые я говорил, они идеально практически отработали. Не даже идеально, можно сказать.
здесь я зажимал, получается, шорт, был пересвип до внутренней ликвидности. На самом деле, вот внутренняя ликвидность. Вот между данными свингами internal liquidity. Но так как это тоже снимало локальную внутреннюю ликвидность младшего таймфрейма, я посчитал, что это вероятная зона, от которой мы можем увидеть потенциальную реакцию. Но цена дала здесь вот такое наименование ЗМЕ. Я не буду говорить, откуда я это узнал, да. Ну, просто я не хочу говорить, как это расшифровывается. Короче, мне подсказали, как это расшифровывается. Это определенная тоже вариация доставки цены. Но я зафиксируюсь часто на проблемных зонах. На данном сделке я зафиксировался вот в таких вот сделках. Здесь зажал вообще 2%, в одном, а в другом 1%. И все. Очень обоснованная, простейшая сделка. Потом опять-таки я сказал, давайте даже прямо сейчас я прочту, куда я написал вот free trail жазгам. Тут опять-таки в основном вы молчите, ну как хотите. Чекайте золото, шорт привлекательно. Если будет слом от шорта off на LTF с конфирмом был, вот. Я в morning call сказал то, что... нет, подождите. Сейчас. Вот. Забрал шорт до первой цели. Раньше зафиксил на FTA вот здесь вот. И так как скоро будут новости, вероятно, что цена намеренно может пойти ребалансировать, что после на новостях доставить цену агрессивно вниз. То есть для меня контекст все равно сейчас является более нисходящим на старшем таймфрейме, и для меня привлекательно искать сейчас полностью шорты. Но опять-таки на следующем дне мы посмотрим, как это себя цена будет вести. Но тем не менее тут тоже определенную такую вот неприятненькую пол ликвидности оставили, но вот. Соответственно, на новостях мы увидели данный свип. По евре переснятие, именно переснятие, я сказал, либо мы пойдем сперва будем тестировать данный максимум, но в соответствии того, что Франкфурт не дал подтверждение с конфирмом, цена продолжила нисходящее движение, мы увидели пересвип вот здесь вот, дали слом на LTF, дали второй слом, и цена пошла снимать данные максимумы. О чем я и сказал, то что цена пойдет после чего, то есть чёч, конфирм, условно говоря, это на самом деле внутренний чёч младшего таймфрейма. Но тем не менее, вот здесь было привлекательно для себя рассматривать лонги до данного максимума. Но так как я уже сидел в позиции, я дальше уже не рассматривал. То же самое у нас адресовало именно фунт. Фунт переснял всю внутреннюю ликвидность. Я думал, мы переснимем только вот это. Фунт в последнее время я не торгую, потому что формация его формирования очень не привлекательна. Вот, после чего я бы хотел теперь увидеть более глубокие шорты на самом деле. Но опять-таки посмотрим. Ну, это если судить по старшему таймфрейму. Пересвип, слом и первичные цели и тест данного ордер блока, который у нас начинается в данном диапазоне. Кстати, серебро. Вот, по серебру то же самое, все отработало. Я что сказал вам? Кто помнит? Я не... пока вас дождетесь, давайте я не буду сильно растягивать данный стрим. Чуть-чуть еще сам тоже не разобрался. Вот в этом. Да, все верно. По серебру, ребята, помните, да, что я говорил? Видим, ребята, восходящий order flow, увидим пересвип, работу с ликвидностью, увидим слом, тейк до данного максимума, я говорил. Но я много позиций не зажимаю внутри дня. Если я вижу грамотную позицию, я могу зажать и 2%. Очень сомнительные, да, когда желание бешеное, не можешь контролировать себя, но лоу-рисками, либо на другом маленьком аккаунте можно тоже поторговать. Но исключительно, абсолютно все предвзятости, о которых я сегодня вам говорил, все отработали по плану. И можно было закрывать хоть 10-15 риск-реварда, да, условно говоря, смотря как вы это сделаете. Но суть в том, что... Сейчас, Тимурлан, подожди. Но суть в том, что если бы все ребята присутствовали вовремя на том morning call, условно говоря, вы бы смогли забрать все данные движения. Не копипастить, конечно, да, это же нежелательно и не надо так делать, копитрейдингом заниматься.
Но цели были очевидны достаточно, которые вы могли забирать. Только из-за лени, возможно, или из-за определенных обстоятельств, которые можно обосновать, но тем не менее, вот такие вот моменты бывают. Поэтому, ребята, берите, пока вам дают, так скажем, да. Вот. Так, далее. Еще проблема новичков. У проблем новичков кое-что скажу, именно одно, после чего начну отвечать на ваши вопросы. Смотрите, новички что делают? Приходя в данную сферу, они пытаются абсолютно забрать каждое движение. По сути, можно было... Нурлан, почему ты не забрал каждое данное движение, если ты это все видел? А прикиньте, я в каждую из них зайду. А что будет, если я не буду прав? Во всех них я получу 5, 6, 7% убытка. Ну окей, даже 4% убытка. Это уже очень много, ребята. Зачем так делать? Мы должны для себя отработать определенный план действий всегда. Берем только на и очевиднейшие позиции всегда до первичных целей. Если сомневаетесь, фиксируйте, боитесь, фиксируйтесь на проблемных зонах FTA, то есть на первых проблемных зонах. Новички пытаются заработать на каждом движении, из-за чего открывают там 5 сделок внутри дня, 6, 7, и не могут себя просто остановить, потому что они пытаются отбить то, что потеряли, 4 сделки, 3 сделки. Самое главное, у лорн-юзера не понимают то, что с каждым новой сделкой, да, следующая ваша сделка ухудшается в качестве. Поняли? То есть, условно говоря, ваша первая сделка – это наиболее грамотная сделка будет, скорее всего. Вторая тоже плюс-минус. Третья чуть-чуть уже. Все, дальше уже разрыв становится все глубже и глубже. Потому что дальше, после второй, третьей, у вас начинается лудомания. Качество, да, вероятность отработки вашей идеи в разы будет снижаться. И вы никоим образом вы не сможете таким вот способом стать успешным трейдером. Что нужно делать, если у вас есть определенное понимание? Открываете день, начинаете анализ со старшего таймфрейма, с дневка 4 часа, день 4 часа, час, 15 минут, 5 минут. Этого хватает. Бір минутқа особо түспей қойыңыздар. Бір минутта ищите подтверждение просто, и все, там слома, конфирм и так далее, манипуляции. А так 10 минут, минута желательно не спускайтесь. На Форексе то же самое. Вот. Тут просто есть еще и секундный таймфрейм, правда. Ну, пока не стоит. Там вообще вот движение сумасшедшее, так скажем. Так, мы поняли, да, то, что начинаем анализ со старшего таймфрейма, после чего мы определяем определенную цель. Словно говоря, у нас контекст нисходящий, образование, у нас есть lower high, у нас образовался lower low, как мы это поняли, мы увидели пересвип, увидели чёч, увидели конфирм. Образовался у нас, что это, конечно же, наш lower low. От подтверждений. Теперь наш lower high должно образоваться внутри, желательно выше значения 0,5, это в премиум зоне. И мы будем искать для себя позиции. Какие позиции? И в long, и в short мы можем, но желательно искать только шорты. Егер де прям кіші таймфрейм өтсеңіздер. Но егер де сіздер там үлкен таймфреймде, үлкен таймфреймде өтсеңіздер, бывают разные формирования, разное понимание определения свингов есть, чтобы они там формировались выше или ниже значения 0,5, если цена будет так формироваться, да. Давайте вот так вот я сделаю даже. Ну, типа осы минимум здесь не сформировалось. Давайте я лучше перерисую, чтобы вам было в разы лучше понятнее, да. Бывает такое формирование. Что я могу вот здесь вот ожидать? Данный минимум, скорее всего, не будет являться для меня каким-либо весомым свингом. Сіздер білмеймін, свингтер структура бойынша білесіздер, білмейсіздер, я точно не могу сказать. Но я буду ожидать работу с ликвидностью в зависимости от сессии, манипуляцию, и после чего я буду искать, если я буду лонги искать, то первых мы на обзе премиум зона, да, ребята, вот выше значения 0,5 премиум зона. Я буду искать лонги до
первой цели, не вот этой равный хай булсада, они очень близко находятся, я не буду искать до сюда. До первой обоснованной, очевиднейшей зоны интереса я буду открывать свои лонги. Хоть маған бір риск ревард берсе де, хоть маған 0,9 берсе де, 1,5 берсе де, мне этого хватает. Я могу зажать 2% рисками, но у меня там винрейт будет составлять около 90%. 95%, даже 100% может составлять, если вы все правильно, грамотно сделаете. То есть всегда во время анализа я буду рассматривать первичные цели, обоснованные, самые очевидные, алысқа кетудің керегі жоқ, ни в коем случае. Вот. То есть мына жерден біз лонг позиция қарастырсақ для себя, вот условно говоря, свипнули внутреннюю ликвидность, или даже, ну окей, ладно, не буду слишком сильно усложнять, потому что она может и вот это с ней свипнуть, и это будет тоже обосновано на самом деле. Но именно вот здесь вот оно не всегда происходит, и оно достаточно хорошо удерживает. Если оно сформировано у нас тоже с манипуляцией как таким образом, то мы не будем снимать его. Вот, пересвип слом, все, мына жерге дейін мен мына жерден осындай лонг позиция ашамын. До формирования lower high. Прям по рыночной стоимости я могу зажать, как только увижу закрепление свечи, именно закрытие свечи Коркинкизи. Далее у нас цена, вот условно говоря, шла, ходила, сломала. Что мы можем дальше увидеть? Условно говоря, мен сызғанды қайталап сызбай бермей қояйын. В целом сейчас я вижу вот здесь манипуляцию. Опа, первый признак того, то что у нас есть определенная манипуляция, и на младшем таймфрейме есть слом. Буду жду. Скорее всего, я увижу снятие вот этих внутренних ликвидностей. Internal liquidity жиналғаны көре. Увижу то, что цена заполнила внутри, зону интереса, потому что что у нас тут, какой контекст? Слом. Вот такой вот higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. High low, high low, high low. И вот здесь, если у нас цена вот на младшем таймфрейме 1 минутах, полсум, 10 минутах, в зависимости от таймфрейма, конечно. Если он дал какой-либо слом, он пошел вверх. Я вижу, что здесь была манипуляция, скорее всего, выше цены на бағаның үстіне қарай апарғанын көргім келмейді. Я не хочу видеть цену выше данного максимума, где у нас была манипуляция, которая находится очень близко к данному максимуму. У нас нету чёча, да, пока что. Но если я увижу данную манипуляцию, снятие этих ликвидностей и тест данной зоны, данного зоны ордерблока младшего таймфрейма, если далее я увижу какую-либо манипуляцию на младшем таймфрейме или какой-либо чёч, все, я здесь железобетонно зажимаю такую позицию. Могу такую даже, иногда даже такую зажимаю. В зависимости от вашего понимания логики. На самом деле я бы чаще так зажимал, потому что, да, риск-ревард и EGD более привлекательный. Почему сюда стоп-лосс? Потому что здесь была манипуляция, и данный максимум маған является безопасным максимумом. Конечно, это безопаснее, но риск-ревард 1,8 маловато, так скажем, в некоторых случаях. Целью моим будет, что это, конечно же, маған мынау минимум. Почему? Потому что на нисходящем контексте у нас цена двигается, падая вниз, делая босс на уровнях lower low, а это наш lower low, а это наш lower high. Вот. На үлкен таймфреймде там lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Осындай формация. То же самое абсолютно на восходящем тренде. Дәл осында тек қана наоборот. На жерде позиция получается мынау бізде higher low, higher high, higher low, higher high. Higher lowға дейін бара жатқан кезде позицияны қалай аша аламыз? Мына жерде көрсетілген. И higher high бара жатқан кезде позицияны қалай аша аламыз? Мына жерде көрсетілген. Дәл осы логиканы егер де сіздер дұрыс қолдана алсаңыздар и дұрыс шешімді уақытылы қабылдай алсаңыздар, это что? Это не просто уметь заходить, но и уметь пропускать непонятные ситуации, непонятные дни и так далее.
то вы можете, используя только вот эту вот логику, уже делать неплохой кэш. Потому что я уверен, қазір Smart Money бойынша торговля жасайтын концепциясының әрқайсысы плюс-минус одинаково. Мен сізге көрсеткен нәрсе, это вот у всех будет так. У всех будет так. Просто каждый человек по-разному интерпретирует. Кто-то скажет, что вот это моя уникальная торговая стратегия, приходите ко мне там, да. На самом-то деле, опять-таки, басында не айттым сіздерге, то, что люди ищут признание. Признание за счет того, что они создали что-то новое, понимаете? И вот. И дополнительно маркетинг. Вы это должны понимать тоже хотя бы немного. Поэтому не ведитесь на всякое. Ребята, это самое важное, чтобы вы умели это все контролировать. Ребята, я не знаю, кто мне пишет все время, вы меня немного отвлекаете. Темирлан, можешь, пожалуйста, поменьше? Либо напиши мне одним сообщением в Дискорде, окей? Вот, да, это же тот же самый order flow, по сути. Но мен көрсеткен нәрсе это тот же самый order flow. Не более. Формирование любого свинга на основе манипуляции – это и есть order flow, когда поток ордеров продолжается таким вот образом. Но кішкентай таймфреймде осындай секілді манипуляция. Мен қазір мына сызған жер, условно говоря, мына жерде елестетіңіздер. Вот мына жер. Вот. Просто ішінде болып жатқан манипуляциялар. Первичный цельдер. Я, получается, в первое время все сам изучал. Теханализ миллион түрін көріп, индикатор миллион түрін көріп. Сұрақтарым дофига, но ешкім жауап бере алмайды ол сұрақтарыма. Өте қиын болды басында. Я очень много терял, не получалось, апатия, депрессия. Очень крайне сложно было, но за счет того, что я был упертым или упорным, как это правильнее говорить, да? Просто өзім білдім. Нұрлан, мен 5 жылға цель қойдым деп айтқам сол кезде. Аяғына дейін алып барам, не болса да. Егер де аяғына дейін алып бара алмасаң, значит, келесі өзіне беретін сөзіңді де, скорее всего, сен орындай алмайсың. Но однажды это случится, то, что вы не сможете сдержать и свое следующее обещание, или какое-нибудь, может, третье, может, четвертое, да. Но однажды это еще раз повторится. Поэтому, если вы даете какое-либо обещание, ребята, всегда держите его до конца. Будьте преданы в первую очередь самой себе. Так, еще вопросы есть? Блин, я, по идее, осы записи, наверное, на YouTube выложу, да, чтобы было полезно и другим. Но, ребята, там микрофон, я не настроил шумы, к сожалению. Из-за чего там у меня микрофон немного будет шипеть, наверное. YouTube'қа салатын шығармын, Бернар, скорее всего. Как синхронить HTF, TF и LTF внутри дня? Например, когда контекст long, а LTF short. Как справитесь? На что больше делаете акцент? Хайрош, я даю акцент на первичные цели. Егер де мен үлкен таймфреймде, условно говоря, вот, как бы вам показать пример? Ну, на основе сегодняшнего дня давайте. По серебру. Что я вижу? Я вижу long контекст, да, лонговый сценарий я вижу. Меня эта сторона не совсем интересует. Вот мой higher high, higher low, higher high, higher low. Higher low еще не подтвержденный, по идее, но манипуляция уже есть, она сформирована у меня внутри дискаунта. То есть правильно ребалансировала, заполнила имбаланс и так далее. Кішкентай таймфреймге түсемін и қараймын. Есть у меня тут слом, есть. Манипуляция есть? Есть. Все. Все, что между ними находится, это является внутренней ликвидностью, потому что в данном ситуации low high, low high, low high, все, что между ними,
да, вот условно говоря, субструктура. Ребята, вы же знаете, өткен менен өткен сабақтар, ну, выпускники мои, ребята, детишки мои, вот. Это все является внутренней ликвидностью, internal liquidity, когда субструктура. Вот наш последние 3 свинга, это вот, вот, вот. Если есть слом, все, цена будет идти до, конечно же, до первичных внутренних ликвидностей. Что и мы видели? Восходящий контекст, low-high, ой, high-low, даже 4 сағаттың өзінде де көрініп тұр. 15 минутқа түсеміз. Вот, диапазон. Higher high, higher low последний. Мына higher low у меня сформирован правильно. Он делал у нас чёч, все. Дальше у нас восходящий контекст. Higher high, higher low опять на младшем таймфрейме. На жерде бізде слом болмаған. Бірақ та біз мынау higher low за счет манипуляции сформированы. Это очень круто. То есть цена не будет, ну, желательно, не должна будет снимать вот эту вот ликвидность, потому что вот все, что между ними находится, то есть получается вот это, это по сути все будет являться для нас внутренней ликвидностью. И видите, да, то, что бага даже их у нас переснимает и только потом идет вверх. А это наш ордер-блок. Поэтому мы и видим такое вот манипулятивное действие. То есть каждое действие, по сути, можно обосновать. Ну, здесь позиция была на самом деле гораздо поинтереснее. Но ничего страшного. То есть, поняли, да? Я ожидал сперва, вот так как меня нисходящая формация была, у нас не было пересвипа или было, сейчас глянем. Ну, как такового не было, давайте так скажу. Я вижу здесь чёч, слом, нисходящее движение, значит, куда цена идет? Идет снимать внутреннюю ликвидность. Есть. Пересвипая данный максимум, который у нас сформирован за счет снятия внутренней ликвидности, то есть правильно сформированный свинг lower high, формирование следующего lower low со снятием внутренней ликвидности, слом предыдущего lower high, который у нас правильно образован. Вот и все. Когда я понимаю и вижу такую картинку в реальном времени, я не дожидаюсь данного слома, я могу зажать позицию от снятия. Потому что очень очевидно. Очевидно. Так, я поменьше информации я буду говорить, а то я могу сейчас вам все рассказать такой, да? Так, Хайрошу я ответил. Нет, ребят, бейбит, да? Байбит деп қалдым, кешірім сұраймын. Сіздерде микрофон дауысы жақсы естілу керек болады. Просто записьте менде кішкене там шум болуы мүмкін деп айтып жатқан. Я только что, ребята, показал, как определять контекст JSOP. Только что показал по серебру. Так, у нас созвон длится уже порядка 50 минут. Уже потихоньку, я думаю, можно будет закругляться. Да, JSOP, скорее всего, я выложу этот ролик в YouTube. Обязательно посмотрите, оставьте комментарий. Буду очень-очень благодарен. Все, договорились. Кстати, и возможно, мы этот продлим вам Discord бесплатный доступ до конца недели. И следующий мастер-класс-то проведем в пятницу. Спасибо. Как приятно получать, да? Хорошие комментарии. Сразу же особенно. Спасибо, Чина. Спасибо, JSOP, Таймер, Сальватор, М. Барлықтарыңызға рахмет. Все, тогда до завтра. Утром, завтра, перед открытием Франкфурта встретимся еще. Скажу свои мысли. Я бейбіт білем, просто кішкене жалқауланамын деп айтсам болады, наверное. Ладно, ребята, я стараюсь просто кішкене қол тимей кетеді, потому что у меня тоже есть другие некоторые проекты.
стараюсь уделять каждому достаточное внимание, потому что заметили, да, я на маркетинг что-то такое вообще особо не уделяю внимания, я уделяю внимание к своим ребятам. Я больше времени трачу на продукт, на образование, на вас. Вот, поэтому вот так вот. Все, ладно, давайте, ребята, всем доброй ночи. До завтра. Әлі кездесеміз.